Это главная лаборатория Центра фтизиатрии. Здесь все по первому слову техники. Такая лаборатория, говорят специалисты, имеется только в развитых странах. Вот в этом кабинете, например, работают с микроскопами, смотрят, заражен ли туберкулезом человек или нет. А в этом кабинете проверяют, каким образом заразился туберкулезом человек и есть ли тот самый носитель этого заболевания у них в базе. В этом кабинете специалисты тоже занимаются очень важным делом. Смотрят, на какое лекарство реагирует бактерия туберкулеза и можно ли этим лекарством вылечить человека. Лабораторию построили еще в 2013 году. Тогда и поставили оборудование. Подобное нет во всей Центральной Азии. А теперь все процессы в ней еще и цифровизируют. Сейчас как раз идет апробация этой системы. Врач теперь оперативно может узнать о результатах анализов своего пациента. Все данные загружаются в единую базу. Облегчило это работу и нам, говорят сотрудники лаборатории. Никаких бумаг, никаких ошибок в персональных данных граждан. А раньше приходилось звонить, уточнять. Вся информация о пациенте содержится в штрих-коде на пробирке. В пробирке мокрота. Регионы распределены по дням недели. В понедельник, например, ждут пробы из Чуйской области, а во вторник с юга республики и из мест лишения свободы. Раньше мы работали с бумажными версиями. Сейчас намного стало лучше. И мы сразу сканируем штрих-код и клеим на пробирку, и это стало быстрее, чем раньше. На одну партию мы тратили где-то 20 минут. А сейчас, где-то более 5 минут мы уже все регистрируем и отправляем на БСЛ-3 зону. Но главное, с чего все начинается, с доставки этих пробирок. В стране большая лабораторная сеть, 109 штук. Но самое современное оборудование именно здесь, в Бишкеке. То есть только в этой лаборатории имеется возможность провести расширенный тест, после которого можно определить метод лечения. Уже 2 года пробирки перевозят на специальном транспорте в специальных контейнерах. Услуга передана транспортной компании по аутсорсингу. И пациенту нет необходимости ехать в столицу. Сегодня просмотрела где-то 50 слайдов, из них 20 вышло положительным. Сразу ведем на базу, и там лечащий врач может увидеть результат своего пациента. Директор лаборатории с гордостью рассказывает о том, что именно у нас впереди всех в Центральной Азии внедряет новые методы исследования. Например, секвенирование полного генома микробактерий туберкулеза. Если объяснять не медицинскими терминами, то специалисты изучают ДНК пациента, определяют тип бактерии, из-за которой он заразился, выясняют, при каких обстоятельствах это произошло и разрабатывают план лечения специально для этого гражданина. Какие препараты можно применять, а какие будут бесполезны для него или опасны. Все это можно сделать за 2 недели вместо 2-3 месяцев, как это было ранее. Для системы общественного здравоохранения, то есть для нас с вами, людей, живущих в этой стране, этот метод секвенирования полного генома позволяет идентифицировать человека, от которого идет заражение, кто является индексным пациентом. Для нескольких уже заразившихся людей мы можем обследовать контакты каждого конкретного пациента. Главное, что это, по словам Гульмиры Калманбетовой, поможет предотвратить дальнейшее распространение туберкулеза в нашей стране. Сейчас технологические новшества финансируют зарубежные доноры. Специалисты проходили обучение за границей. В дальнейшем эту лабораторию финансово должно поддерживать наше правительство. В Кыргызстане действует национальная программа «Туберкулез-5». Приняли ее еще в 2017 году. Цель – активная борьба с туберкулезом. Ведь Кыргызстан до сих пор входит в 30-ку стран мира, где наблюдается большое количество заразившихся. Например, в 2018 году туберкулез выявили у более чем 5000 граждан, и они заболели им впервые. Анастасия Соболева, Турган Ниязов, НТС.